Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И врач высшей категории, заместитель директора Республиканского наркологического диспансера по профилактике и связям с общественностью Марет Ибрагимова. Главный внештатный специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии Минздрава Чеченской Республики и Минздрава России по СКФО. И самое главное, что я хочу отметить, это лучший врач-эксперт России 2023 года. Понятно, да, о чем сегодня будем говорить? Да, мы будем говорить о работе нашего чеченского наркологического диспансера. Маша, здравствуйте. И сразу переходя к нашему разговору, что сегодня собой представляет наш чеченский наркодиспансер? Прошу. Наш диспансер – это государственное бюджетное учреждение, республиканский наркологический диспансер, подведомственное Министерству здравоохранения Чеченской Республики, единственный в республике организационно-методический центр по оказанию наркологической помощи населению Чеченской Республики. А из чего состоит работа наркодиспансера сегодня? Вот какие функции на него возложены? На наркологический диспансер возложены такие функции, как оказание специализированной наркологической помощи населению Чеченской Республики. Это диспансер проводит диагностику, назначает лечение и ведет пациентов с наркологическими расстройствами. Оказывается неотложная наркологическая помощь, когда люди поступают с острыми отравлениями. Также есть отделение медицинской реабилитации. Это специализированное отделение, где проводится не только медикаментозная терапия, а также и физиотерапия, лечебная физкультура, и работают психологи, которые помогают пациентам установить причину возникновения зависимости, устраивают тренинги и групповые, и индивидуальные, а также ведут работу с родственниками пациентов. И это обязательно? Ну, это да. Наркозависимые люди, они сами не могут справиться с этой проблемой, поэтому привлекают родственников, близких людей. И это тоже помогает? Конечно, это тоже помогает. Это не то, что помогает, это как-то помогает просто даже начать лечение. А не бывает такое? Нет, не надо, это неправильно, это неправда, наш ребенок, наша чадо. Конечно, бывает. Бывает? Да, конечно, бывает. Есть родители, которые хотят наказать ребенка, а не помочь ему. Вот поэтому психологи с ними разговаривают и убеждают их в том, что надо И лечить. Вы работаете с такими проявлениями тоже? Да, что надо лечить, не наказывать, надо его понять. И тут тогда вот такой вопрос у меня к вам. А как за последние годы изменился подход к лечению этаких зависимостей? Подход изменился. Ну, конечно, скажем так, наука и медицина не стоят на месте. Да, нами движет прогресс. Поэтому есть новые методики, есть новые технологии, которые применяются, есть персонализированная медицина. Это не просто укол, там, капельница? Конечно, нет. Каждый индивидуальный подход к каждому пациенту. Потому что, во-первых, разная степень зависимости, возраст, пол. Ну, очень много факторов. Это тоже учитывается? Конечно, это да, это перед учитывается. Лечением? Да. И индивидуальный такой подход? Стаж употребления наркотических веществ. В общем, все учитывается. Этим занимается персонализированная медицина, которая сейчас в данное время развивается большими шагами, идет вперед, используя эти новые технологии, на вооружение. Да, индивидуально для каждого пациента. Для каждого пациента? Да. А сколько жителей региона сейчас состоит на учете в наркодиспансере, если это не секрет? Ну, это не секрет. На первый квартал 2026 года под диспансерным наблюдением 955 человек. 955 человек. Это много, мало для нашей республики. Это очень низкий показатель. Низкий? По сравнению с другими регионами. У нас Чеченская Республика
находится на последнем месте по заболеваемости, по количеству людей, которые имеют наркозависимость. А есть ли какие-то общие черты у таких больных людей? Это будет правильно, если я так скажу? Ну, Вот состоящих на учете. Да. Ну, универсальных черт нету, скажем так. Единственное, есть схожесть их попадания в эту зависимость. Это, скажем так, люди, которые начинают попадать, попадают в эту категорию. Это люди с генетической наследственностью. Каким образом они действительно попадают в эту среду? Ну, во-первых, в зоне риска это люди с генетической наследственностью. Ага. Если эти люди начинают употреблять наркотические вещества, то это в разы быстрее они привыкают. Социальная жизнь, когда неустроенность, нету работы, какие-то трудности, и человек, который не может справиться с этими... И кто-то предложил. Да, это тебе окружающая станет легче. среда, да, это окружающая среда. Это те, которые... А там пошло-поехало. Да, да. А как наркодиспансер попадает? Это личная инициатива или родственники привозят? Или заключение врача, суда, я не знаю как. Разными путями попадает в наш диспансер. Первый путь – это когда наркозависимый человек сам лично хочет вылечиться, приходит и, скажем так… Сам хочет вылечиться – это основное условие лечения? Да, только добровольное. Только добровольно? Да, только добровольно. Нет, есть, конечно, ситуации, когда по решению суда… И такое бывает? Да, решение суда суд может санкционировать, скажем так, лечение человека. Если человек совершил какое-то опасное преступление, которое его поведение может грозить жизни окружающим. В общем, так. А так добровольное. Но второе... Родственники сами привозят к вам? Конечно, родственники. Просят? Как привозят? В основном еще попадают к нам как? Во время приступов, во время, скажем, такого неадекватного поведения человека, естественно, они вызывают скорую. А там потом, консультации? Да, потом уже, когда забирают его, и потом уже… Вы выносите решение уже? Да. Оставлять у себя или… Это решение выносит, конечно, в зависимости от состояния пациента. Там решает, как говорится, если пациент и сам не может решить оставаться, если он неадекватный, то, конечно, это уже по просьбе родственников, по их настоянию. Вы сами не можете, исходя из его состояния, предложить, положить, начать лечение? Можете? Конечно, да. Но согласие родственников, это обязательно? Да, только согласие и пациента, и родственников. Смотрите, а наркология, насколько я понимаю, это не только вредные привычки. И тут у меня вопрос возникает. Это действительно заболевание, которое нужно лечить, или это действительно вредные привычки? Я бы хотела вас немножко поправить. Прошу. Наркология – это наука, скажем так, о наркотических веществах. Наркомания, да, вы скорее всего хотели? Вот, правильно, за эту ремарочку. Да, это, конечно, заболевание, вызванное злоупотреблением. Вот давайте еще раз. Наркология – это… Наука. Наука. Болезнь – это… Наркомания. Наркомания. Все, мы все услышали. Прошу, продолжайте. Наркомания, вы понимаете, что есть люди, которые подвержены химической зависимости. И в мире их от 12 до 18%. Что это означает? В организме человека, у этих людей, не вырабатываются гормоны, которые отвечают за положительные эмоции, за счастье, за какие-то удовольствия. За это отвечают у нас нейромедиаторы, скажем так, дофамин, серотонин. Эти люди, у них проблема. Это проблема со здоровьем. Они не работают, скажем так, по-простому. Да, они не работают. И практически с детства эти люди, они недовольные, они обиженные, обидчивые, недовольные, как говорится, на весь мир. Они недовольны всем.
И, естественно, когда появляется возможность, они начинают употреблять химические вещества, которые восполняют недостачу вот этих гормонов счастья, можно сказать. Вот. Но после употребления, когда проходит какое-то время, действие их проходит. А счастье хочется. А счастье каждую хочется, минуту, да. каждую секунду. Да, и тем более это счастье. А счастье дорого стоит. Да, а счастье он уже почувствовал, Да. когда стал их потреблять. А это дорогое удовольствие. Да. И это ощущение, которое он до этого не испытывал. Естественно, он начинает дальше и дальше принимать эти лекарственные, вот эти наркотические вещества, которые приносят... И уходит зависимость. И уходит зависимость. Вот как я вас понимаю. Да, да. А когда их не бывает, когда не бывает возможности их принять, все восстанавливается, все возвращается, но уже более, скажем так, агрессивной форме. Вот это химическая зависимость. Виды химической зависимости, их несколько видов. Прошу. Это у нас алкоголизм, наркомания и токсикомания. Это основные такие. Это основные, да, виды химической зависимости. И как лечат в нашем наркодиспансере? Вот каков алгоритм? И сколько мест у нас в стационаре? В стационаре у нас 15 мест. А это достаточно? 15 Вообще мест? коек у нас в нашем наркологическом диспансере 35. Ага. 35. В интенсивной терапии у нас 8 коек, 15 у нас в стационаре, 12 в реабилитационном центре. Ну, в общем, так вот у нас. Мы лечим. Да, мы лечим. А как долго пациенты проводят время в стационаре, и возможно ли анонимное лечение? Тут тоже вопрос, согласитесь, серьезный. Да. В стационаре, в среднем, скажем так, проводят лечение 14 дней. Это этакий Да, первоначальный? но это очень долго, в зависимости от состояния пациента, насколько тяжелое его состояние, учитывая стаж его употребления этих наркотических средств. Естественно, лечение это долгое. Но вот именно для разового лечения это 14 дней в среднем. Но врач сам устанавливает срок лечения. А вот после 14 дней, после курса лечения, каким он уходит от вас? Но его рекомендуют реабилитационные отделения. У нас же, да, где будут проводить не только медикаментозную терапию, а там будет и лечебная физкультура, и вот то, что я говорила, с психологами, тренинги индивидуальные, групповые. В общем, вот, скажем так, это это отделение медицинской реабилитации. И каков итог бывает, когда вы полностью проведете этакий комплекс лечения? Итог, вы знаете, итог бывает разный. Все зависит от человека, от пациента. Есть пациенты, которые сами хотят выздороветь. А это самое главное условие, как мы говорили. Это самое решающее условие, решающий шаг. Это надо сделать, признать, что ты болен, и это мешает тебе жить. Есть люди, которые сами хотят от этого избавиться. Вот вы говорили про анонимное лечение. В основном анонимное лечение – это люди, которые действительно хотят сами излечиться и приходят, и ложатся, и получается. И получают, да. И уходят здоровыми. И уходят здоровые, да. Вот это самое главное. Да, анонимное лечение, вот они сами хотят, и их не ставят на учет в реестр. Не ставят на учет в реестр, да, не вводят? Нет, потому что человек сам пришел и сам Хорошее работает дело, над кстати собой. говоря, товарищи. Да. Хорошее дело. А скажите, какие люди чаще всего привержены алкогольной зависимости? Про наркологическую, точнее, наркотическую мы уже сказали, а вот алкоголики как? Как я вам уже говорила, алкоголизм – это тоже химическая зависимость. Ну и все-таки. И вот, да, им не хватает. Это люди, которые не устроены, которые недовольны своей жизнью, которые ничего не смогли сделать. Вот это люди, которые тоже на весь мир. Да, злые в социальном плане, в семье недовольство. В общем, когда все плохо. Когда все плохо. Да. Понятно. Да. Вот интересно с вами. Да, люди хотят восполнить это все.
уйти от этого, заполняют. убежать, да, убежать хотят от этих проблем. Заливают, да. заполняют. Заливают, закапывают, и, скажем И зря так, они это да, делают. вливают. И зря они это делают. Да. Смотрите, работа в наркодиспансере, она такая специфичная и требует больших усилий, особого подхода к пациентам и ухода за ними. Откуда приходят к вам кадры? Откуда берете кадры? Хватает у нас специалистов? Вот так бы я добавил. Кадры к нам приходят из медицинских институтов и университетов. Сами приходят или вы приглашаете? По-разному. Есть и целевые, скажем так. Вот поэтому у нас очень жесткие правила. Во-первых, образование. Во-вторых, наличие сертификата или сертификата аккредитации. Поэтому здесь не просто так, не принимает каждого. Прийти с улицы, сказать, я хочу работать, это не получится. Нет, есть свои жесткие требования, да, чтобы быть психиатром, наркологом. У нас это работает... обязательно тоже условия кандидату. Конечно, да. У И нас много есть... отсеиваете? Нет, ну я этим не занимаюсь. Ну вообще хотя бы вот так примерные Ну, я так думаю, данные. что, ну, как показывает практика, что у нас нехватка все-таки врачей. Да. Нехватка. Да. А так у нас в нашем наркологическом диспансере 30 врачей, у нас 16 наркологов, врачей. У нас все есть профессионалы, спецы. Да, у нас анестезиологи, реаниматологи есть. Я знаю, также есть несколько терапевты. комиссий в наркодиспансере. Это... Ну, туда входят эти врачи. А какие это медкомиссии? Можете вот так озвучить? Ну, мы проводим медицинские освидетельствования на состояние опьянения алкогольной, наркотической, также на опьянение, на противопоказания вождению транспорта, освидетельствование противопоказаний, владению оружием, освидетельствование кандидатов, скажем так, в опекуны и усыновителя. Вот такую справочку вы даете? Ну да, справка. А да. есть какие-то требования к этой справке? Вот, есть ли там какие-то льготники, я не знаю, какие-то... Да, у нас 6 категорий граждан Российской Федерации, Так. которые имеют льготы по получению медицинских услуг. Это можно Да. озвучить? Не Да, секрет? можно. Это у нас почетный донор, Так. ветеран труда. У нас участник СВО, имеющий инвалидность, лица по потере кормильца, дети-сироты и дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. Как вы считаете, должна ли быть профилактика алкоголизма и наркомании в школах? Если да, то какой она должна быть? Вот такой вопрос. Да, конечно, должна, я согласна. И это у нас происходит в нашей стране и в нашей республике. То есть они есть? Они есть. Есть даже федеральный закон, Так. благодаря которому, скажем так, все это и происходит. Третий федеральный закон. Ранее у нас есть такая статья 53.4 «Раннее выявление незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ». Раннее выявление, именно которое проводят в общеобразовательных учреждениях, профессиональных организациях, а также в высших учебных заведениях. Это профилактика, вернее, выявление вот это, оно проходит, ну, в основном 2 стадии. Это социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры. А школы, учебные учреждения с пониманием относятся к этому? В основном с пониманием относятся именно в нашей республике. Это социально-психологическое тестирование. Преподаватели задают, там есть специальные такие вопросы, которые дают ребенку, и он отвечает на них, там да, нет, или это самое, и как бы психолог и педагоги там уже делают оценку, что этот ребенок, он экспериментировал или не экспериментировал с употреблением наркотических веществ, или, как говорится, которые, ну, как говорится... Но профилактика есть.
Конечно, да. Вот это Только самое за главное. 2025 год было проведено 176 мероприятий по профилактике незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ в Чеченской Республике. Хорошо, личного вопроса можно? Можно? Смотрите, вы лучший врач-эксперт России 2023 года, и вы наркодиспансере, заместитель по профилактике, по СМИ, с общественностью. Вот можете разъяснить? Могу. Вообще-то по профессии я судебно-медицинский эксперт, я специалист по ядам. И, естественно, курирую по приказу министра здравоохранения Российской Федерации Северокавказский федеральный округ. После выигрыша, как говорится, вернее, Победы. победы, да, на всю Россию, по поручению нашего министра здравоохранения Чеченской Республики Адама Руслановича Алханова мне поручили заниматься вот этой работой. И я согласилась, потому что связи с общественностью – это мое родное. Хорошо. И второй вопрос. Опять из вашей личной жизни. 2022 года, опять же, насколько я знаю, вы курируете работу, профилактическую работу, если это я правильно говорю, в ЛНР, ДНР. Так? Да, да. А как тут вы оказались, простите Ну, меня, так как конечно. являюсь главным нештатным по СКФО От и Минздрава участвую от Минздрава России, России. да, мне поручили, ну, наверное, в силу моих связей с общественностью, поручили вот именно курировать вот эти два региона. Эти два региона в тот момент, 22 год, начало СВО, вот эти люди остались как бы не у дел. Это мои коллеги, это сотрудники, ну, это лаборатории химико-токсикологических наркодиспансеров и судебно-химические отделения Бюро судебно-медицинских экспертиз. Вы до сих пор работаете? Да, да, мы с ними работаем. Нам нужно было организовать им курсы усовершенствования. Надо было их ознакомить с правовой базой, которой мы работаем. Получилось? Получилось. Когда я проходила усовершенствование, то за меня платили, скажем, моя организация. И их мы организовали курсы усовершенствования бесплатно. Потом оборудование, которое у них было. Ну, у них было оборудование, если честно, мы могли, я даже им позавидовала, потому что они, это как военные трофеи. Я даже спросила, откуда у вас столько? А они как говорили, что если где-то разбомбят, они оттуда это оборудование перетаскивали, потому что лабораторное оборудование, оно очень дорогостоящее. Но не было людей, которые бы могли им это все настроить. И мы им помогаем. Я их И мы им познакомила. помогаем. Вы до сих пор туда выезжаете? Нет, я не выезжаю. У нас Уже не это выезжаете? дистанционно, но мы встречаемся именно на профильных комиссиях. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. И самое главное, еще раз вам спасибо за вашу работу. Спасибо вам, что вы пригласили, потому что наша встреча, она знакомительная для граждан нашей республики, потому что многие не знают, что, допустим, у нас есть отделение медицинской реабилитации. Люди не доверяют все равно наркологическому диспансеру, но не потому, что там такие наши сотрудники, а то, что у нас такой менталитет. Люди боятся огласки. Поэтому благодаря бояться вашей не передаче, надо. да, не надо бояться, потому что специалисты, они не осуждают, они лечат, они помогают выжить. И если нужно, анонимно. Да. Еще раз. Конфиденциально. Еще раз спасибо вам. Баркал. На сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали. Бояться не надо. Надо просто к ним обратиться, если в этом есть необходимость. Наркодиспансер. И тем, кто нуждается в помощи, им помогут. И даже анонимно. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И врач высшей категории, заместитель директора Республиканского наркологического диспансера по профилактике и связям с общественностью Марета Ибрагимовна. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.